как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Говорите, спорить и любить усталые глаза. Великолепная Бригантина поднимает паруса в Флибустьерском море, а на севере, в Томутском летнем лагере, взмыл ввысь флаг. От берега Алдана отчаливает корабль творчества и дружбы в увлекательное и непредсказуемое путешествие. Южно-якутский уголок озарила искорка праздника песни. Начинается 10-й республиканский фестиваль авторской песни «Берег дружбы». Вот уже 10 лет в августе месяце мы с вами встречаемся на этом месте, встречаются старые друзья, встречаются люди, которым не безразлична авторская песня, которые преодолевают тысячи километров, чтобы приехать сюда, чтобы встретиться с вами, чтобы обменяться своим опытом, показать свое творчество. Много было сделано за это 10 лет. Фестиваль живет. У фестиваля появились свои традиции, свои поклонники, свои друзья этого фестиваля. Кажется, небольшая дата, вроде 5-10 лет. С одной стороны это много, а с другой стороны мало. Но за 10 лет фестиваль прошел становление, прошел период, наверное, взросления, и в следующие 10 лет он войдет таким крупным, хорошим мероприятием. 10 лет – это много или мало? Не мгновение и не целая жизнь, но лишь отрывок судьбы с ее взлетами и обрывами, крутыми виражами и непреложными традициями. Впервые в этом году путевок невозможно было приобрести, то бишь массовость, известность, популярность этого праздника. Ну, преображается сам и оздоровительный лагерь «Берег дружбы». Ну и самое главное – массовость. Сегодня приедут великие артисты, которые дадут концерт. В общем, будет дружба, самое главное, популярность. В каждом районе есть свой культурный праздник. У нас Алданский район славится тем, что у нас есть «Берег дружбы». В 2016-м фестиваль совпал с Яблочным Спасом. Вероятно, такая знаковая символичность определила благосклонность природы. Фестивальные дни выдались ясными и почти по-летнему жаркими. Сюрпризы ожидали гостей сразу по прибытию на праздник песни. Мы находимся на берегу Дружбы и представляем молодежную организацию «Наше будущее» нашего района. И проводим акцию. Сегодня День Преображения Господня, и в народе его называют Яблочным Спасом. И мы с ребятами придумали такую акцию поздравлять всех гостей Берега Дружбы с этим праздником и вручать им праздничные яблоки. И проводим такую акцию. Задаем несколько вопросов тематических, все о яблоках, и вручаем им праздничное яблоко. Вот и вас я тоже поздравляю и вручаю вам. Спасибо. 10 лет «Берег дружбы» собирает под своей сенью поющие сердца и беспокойные умы. Год от года авторы и исполнители открывают новые для себя направления в творчестве. Однако остается неизменным первозданный дух фестиваля, тот, который согревает и единит. Как один день, да. У нас дети выросли на этом фестивале. Они вот такие вот маленькие пришли, они уже замуж выходили, переженились, у них дети уже появились, которые вот как бы здесь в этой атмосфере начинались, эти дети. А теперь они уже тоже поют. Так что 10 лет это пролетело как миг, но столько работы сюда и столько жизни вложено, что это просто уже не оторвать. Ты знаешь, такое ощущение, что все только начинается. На самом деле, все только начинается. Почему? Потому что даже сегодня, казалось бы, приехали все те, кого уже знаешь, все полюбившиеся, самые родные люди. Вот сегодня они приехали, но ты знаешь, даже сегодня мы умудрились познакомиться с новыми людьми. Это Андрей, автор, поэт из Мирного, и Сергей из Якутска. Замечательные ребята, замечательные работы, замечательные люди. Берег дружбы всегда собирает замечательных людей. Здесь не бывает случайных людей. Если люди сюда приезжают, то это те люди, у которых
душа поет, у которых на сердце только добро. И они готовы с ним делиться, и они делятся активно. И поэтому это замечательно. И спасибо огромное всем людям, которые делают этот праздник для нас, для участников. В далеком 2007-м крестными отцами праздника песни стали транспортные строители. Первый фестиваль явился воплощением традиций бамовцев-романтиков на Алданской земле. Теперь без берега дружбы нельзя. Августовской порою поющие сердца спешат к очагу творчества. Гостей фестиваля переполняет ощущение, будто после долгой дороги они попали домой, где их любят и ждут. В общем-то, первое, это что удивление. Удивление, что он 10-й и так быстро. Потому что время действительно пролетело незаметно, и мы из года в год собираемся и стараемся поддерживать соответствующий уровень. Вот. И так даже, я говорю, незаметно подкрался 10-й. Но постарались как бы более, что ли, уделить внимание сохранению души фестиваля. Вот это было самое сложное, потому что у нас были фестивали, ну, может быть, один, когда мы эту ниточку немножко упускали, но она была восстановлена, конечно, в целом, но здесь нам удалось, вот сегодня уже можно об этом говорить, что удалось как бы ее не уронить. И вот душа, тот настрой фестиваля, он сохранен. И это, в общем-то, здорово. Это главный итог 10-го фестиваля. Ну, а многочисленные предложения о проведении следующих фестивалей, они говорят, что фестиваль будет жить. Вот, и я думаю, что и определенная преемственность, она уже появляется, и я думаю, что за будущее фестиваля можно не бояться. С каждым годом Томодский фестиваль авторской песни собирает все большее количество гостей – жителей района, республики и России. 10 лет назад «Берег» задумывался как районный праздник, однако первоначально определенные просторы оказались тесны для ее величества песни, и год от года фестиваль покоряет новые горизонты. Вообще надо сказать о том, что этот фестиваль – это вообще уникальный проект на территории Российской Федерации, потому что мы знаем, что таких фестивалей немного в нашей стране. По количеству участников, по географии, потому что если в первом фестивале участие принимало порядка 60 человек, сегодня только исполнителей, авторов, их более 130. География расширилась значительно. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Тында. Ну и можно перечислять, в принципе, все города Российской Федерации, мы не ошибемся, потому что в свое время принимали участие и Украина, и Белоруссия, и Словакия, то есть это представители зарубежных уже сейчас государств. И, конечно же, на этом фестивале всегда присутствует атмосфера праздника, атмосфера творчества. И наши барды, именитые барды, они учат наших только вступающих на эту стезю людей, наших исполнителей. Это прежде всего единение с природой, это творческий порыв, это, конечно же, атмосфера дружбы, которая присутствует на этом фестивале, и этого очень дорого стоит. Я думаю, что все участники фестиваля увезут с собой в сердце кусочек этой атмосферы, а это воспоминание на всю жизнь. День рождения немыслим без подарков, и на юбилейном фестивале особый почет воздавался его устроителям. Начало праздника предварила традиционная церемония награждения. Благодарственные письма, памятные знаки и грамоты вручались людям, которые вкладывают в «Берег дружбы» сердце. Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Воронкову Елену Павловну, главного режиссера театра юного зрителя. Глава республики Егор Афанасьевич Борисов. Год от года становится все больше желающих разделить приятные хлопоты с организаторами фестиваля авторской песни. В рядах тех, кто помогает талантам раскрываться, сегодня стоят организации и предприятия, творческие объединения и власти поселений, а также люди, без которых фестиваль немыслим. Вручается учитель русского языка и литературы школы
школы номер 8 города Томот, руководителю литературного объединения «Перекресток» Овчаровой Елене Степановне. Елена Степановна, кроме этого, еще и член Союза писателей России. Ожидала, что будут награды и другим людям. Потому что на самом деле делает фестиваль такая огромная команда, без которой здесь ничего бы не сварилось, да. И я уверена, что я один из, просто винтиков в этом механизме, замечательно отлаженном, и поэтому ожидала всем наград. Приятно, что дали и мне ее, да, эту награду. И сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что тот проект, который называется «Берег дружбы», те сердца, которые бились ради того, чтобы этот фестиваль всегда проходил. Это Ирина Петунина, да, Елена Овчарова, да. Это, конечно же, люди, которые мотор нашего фестиваля. Это отец фестиваля Александр Николаевич Дудников, да. Вот, давайте поаплодируем им. Ну и, конечно же, бессменный председатель жюри Наталья Павловна Кучер. Я видел, как всех их любят участники фестиваля. Я видел, как они переживают за каждого участника фестиваля и дают им надежду на то, что они правильно сочиняют, они правильно читают стихи, они правильно играют на гитаре, и они вообще самые правильные и, как говорят, патриотичные люди нашей России, необъятной России. На заповедной территории Песенного братства рука об руку идут отдых от мирской суеты и духовная работа. В удивительно ярком и объемном мирке струится широчайший спектр всех оттенков эмоций и чувств, которые отражаются в строках и мелодиях. В первый вечер юбилейного праздника не иссякают искренние поздравления и теплые слова. Я всех вас поздравляю с сегодняшней нашей встречи, с 10-й встречей. И счастлива, что в нашей России, в нашей родной Якутии традиция продолжает иметь место быть. Знаете, я 4 года назад приехал в Якутию служить, и, наверное, самым первым для меня открытием этой якутской земли стало именно посещение бардовской песни, бардовской площадки. Я увидел невероятное количество неравнодушных к творчеству людей. Тех людей, которые приезжают сюда для того, чтобы воспеть дружбу, воспеть любовь, познакомиться, для себя открыть что-то новое. И радостно видеть, что с каждым годом эта площадка прирастает новыми лицами. И самое главное, она не теряет старых, уже, как сказали бы на Кавказе, аксакалов или старейшин. Я хочу искренне поблагодарить всех тех, благодаря кому эта площадка всегда остается живым. Сам фестиваль за себя говорит «Берег дружбы». Кто-то приехал к нам, как старые добрые друзья, кто-то за эти дни нашел новых знакомых, новых друзей. Вот. Получили море позитива. И хочу сказать всем дальнейших пожелать творческих успехов, продолжения нашему этому доброму фестивалю. И мы вас ждем в этом красивейшем месте, в нашем небольшом городке, как старых добрых друзей. Всех с праздником! Томотский лагерь, ставший обителью фестиваля дружбы и творчества, живет неотрывно от домочадцев, впитывает частицы души и вбирает память, с каждым годом немного изменяя свой облик, под стать хозяевам. Воспитываем детей, людей в патриотизме, воспитываем в любви, алкоголю нет и прочие положительные вещи от нашего фестиваля. Я вот обменивался, с членами жюри, которые приехали с разных уголков страны, и они говорят, что где-то наблюдаются какие-то проблемы с бардовским движением. Вот перефразируя классика, я скажу, что богатство бардовского движения будет прирастать в Якутии. Под звук разбитого стекла, на счастье брошенных бокалов, то смех, то брань. Первым праздничным вечером разгорается костер творчества. Он будет гореть 3 фестивальных дня.
согревая гостей и освещая причудливые пересечения десятков творческих дорог. Уже совсем темно и практически ничего не видно и невозможно снимать. Но зрители своих кумиров, своих знакомых узнают по силуэтам. Открывший праздник песни вечер незаметно уйдет в ночь. Но до рассвета не утихнут переборы гитарных струн у костра. Ну, честно говоря, несколько неожиданно, в таком как бы немножко медвежьем углу, на краю земли, и вдруг вот такой прекрасный, хороший фестиваль. Честно говоря, я удивлен, приятно удивлен. Большое количество людей, хорошая организация, и верю, что вот у этого фестиваля есть хорошее будущее. Через песню познается вся жизнь. На Томодской земле безраздельно властвуют дружба и музыка. Высокие и низкие, звонкие и хриплые голоса льются со всех сторон песнями. Веселыми и грустными, серьезными и курьезными, зажигательными и трогательными. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Смешная сестренка лето наговорит теплых слов. Расскажет о том, об этом, когда зари не спали от комаров. Как играли в полночные игры, как смеялись и прыгали с крыш, чаще рыли ловушки для тигры и еще что-то, милый малыш. Смешная сестренка лето наговорит теплых слов. Потрясающе. Вы знаете, я даже в столице такого еще не видел. Такой классной атмосферы, такой природы, такой вот этого всего, вот этого воздуха, вот этой жизни, родины моей. Второй день фестиваля, по сложившейся традиции, оказывается наиболее насыщенным и богатым на события, а оттого самым сложным для конкурсантов и не менее напряженным для жюри. На фестивальной поляне все очень серьезно и бескомпромиссно. В разноголосье отборочных туров составу жюри приходится непросто. Не копи печали, не держи на сердце зла, нам не обещали, что печаль всегда светла, нам не говорили, что запретны облака, но предупредили, что дорога нелегка. Научите меня понимать красоту, отучите меня от тоски и от лени, проявите ко мне в 100-й раз доброту. Я ваш раб, но не ставьте меня на колени. Я люблю вас, люблю, как отца и как мать, твердо верую в тайну великую вашу. Только вы способны простить и понять всех нас грешных земных, бесконечно уставших. Нужных слов не найду, но нужны ли слова? Мне и так ваши мысли и чувства понятны. Я ваш сын, блудный сын, нарубивший дрова, древо жизни, срубивший свое безвозвратно. Каюсь вам, мой отец, не кляните меня. Я и так уж виною своею распластан. Я тону без воды и горю без огня. Мне не нужен ваш меч, мне нужна ваша ласка. Жюри – маститые поэты-исполнители, признанные авторитеты в области авторской песни, звезды знаменитых фестивалей России.
Однако своей миссией члены жюри называют не рассудочное холодное судейство, но оттачивание мастерства каждого конкурсанта в исполнении отдельно взятой песни. Я, честно говоря, не расцениваю свое журейство, или как это называется, судейство, как основную миссию, да. Я считаю, что цель любой фестивальной истории — это прежде всего объединение людей, это такая возможность встретиться, увидеться, познакомиться, подружиться, попеть песен вместе. Поэтому я не отделяю себя от основного количества людей, которые сюда приехали именно для этого, и говорю, что основной моей целью было именно это тоже. Да. Хотя на самом деле очень много талантливых участников, и было очень приятно послушать их и так далее. А уж там, как мы их там судили, не судили, я не знаю. На берегу Дружбы праздник песни собирает завсегдатаев, открывая новые, ранее не звучавшие здесь голоса. Ширится спектр номинаций. Однако Томодский фестиваль по-прежнему остается самобытным сплавом русской и якутской культур, чудным переплетением языков, звуков инструментов и национальных черт. Целая есть номинация прекрасная, называется «Северная песня». И я услышал удивительные якутские песни, эскимосские, венгские. Ну, в общем, это словами на самом деле не передать то, что я чувствовал в момент их исполнения. На самом деле это как бы надо слушать, и просто мы улетели все. Наряду с особой душевностью берега Дружбы мэтры авторской песни отмечают высокий профессиональный уровень организации праздника. Я могу сказать так. Я бываю на многих фестивалях, и я могу сказать, что здесь, во-первых, очень хороший звук, а для музыканта это очень важно. То есть я считаю, что это 80% от успеха концерта. Это хороший звук, это талантливый звукорежиссер. Вот здесь все это присутствует. Самое главное, что его хватает. Самое главное, что хватает энтузиазма звукорежиссера, работать круглыми сутками. Ну, в общем, вот это главное. И еще такой момент, что нас окружают очень такой заботой, вниманием. И здорово принимает публика. То есть здесь очень хорошая публика. И я говорю, чем ближе к северу, тем люди лучше. Да. Спасибо. Я устану жить, когда я устану петь, к себе меня привяжи, чтоб сердце мое согреть. Когда я устану петь, когда не смогу летать, чтоб глупо не умереть, позволь мне тебя желать, позволь мне тебя жалеть, позволь мне тебя любить, когда я устану петь, когда я устану плыть. Каждый человек, хотя бы единожды побывавший на празднике, говорит о том, что в свой привычный мирок он возвращается интеллектуально и духовно богаче. Неудивительно, на фестивале каждое мгновение подчинено работе души и мысли. На традиционной пресс-конференции обсуждались темы не только стихотворно-музыкального плана. 11-летний Артем Киселев обескуражил состав жюри вопросом, который, в силу простоты, не имеет однозначного ответа. Мальчик поинтересовался, почему барды носят бороды.
в 4:30 понял, что буду носить бороду, когда мне было 4,5 года. Потому что я сидел, листал альбом мастеров великих художников, Леонардо, Микеланджело. Тогда это редкость была страшная. Вот, и я увидел одного, второго, и думаю, я тоже хочу стать художником, я же рисовать люблю, и буду носить бороду. Ну вот, бороду ношу, художником пытаюсь стать уже 40 лет. Потихоньку что-то вроде получается, ну, учусь. Артем, я добавлю, значит, великий художник Сальвадор Дали говорил, усы – главная константа мужского лица. Этот вопрос мне пришел в голову совершенно случайно. Я рассказал его близкому родственнику. Дедушка очень рассмеялся. Мне понравился этот вопрос, я решил его задать. Теперь ты доволен ответом жюри, которое тебе дали? Очень. Теперь я всегда понял, что буду носить бороду и усы. Яркие, искрометные и молниеносные 10 лет – точно полет кометы, свет которой озаряет тысячи дорог и тропинок. Прошлое бесценно опытом, состоящим из взлетов и падений, из радостей и забот. Каждый год фестиваля авторской песни запомнился побережцам особенными мгновениями, кои никогда более не повторятся. Я не реформатор по сути, поэтому с удовольствием просто участвую в фестивалях и поддерживаю всех, кто их организует. И мне кажется, что спад и подъем авторской песни, как и любого другого жанра, как и любой другой экономики, это всегда, наверное, закономерно. Поэтому нужно рассчитывать, что вот в эту пору что-то у нас будет меньше зрителей, а в следующем, может быть, будет больше. И не знаю, с чем это связано. Вы знаете, как бы лень в этом во всем разбираться, лично мне. Но когда у костра сидят молодые люди и поют песни, это и есть та самая авторская песня. Они могут петь песни из других жанров, из того, что они слышали в телевизоре, но для этого фестиваля существует, и приезжают гости сюда, чтобы петь песни, которых не так много в телевизоре, но которые содержат смысл, которые содержат в себе тепло и желание жить, и знакомиться, дружить и тому подобное. То есть все мирные, замечательные качества, которые присущи человеку. Ни в коем случае никакой воинственности или агрессии. Этим отличается этот жанр, он вот здесь и сейчас, под гитару, живьем. И знаете, как были случаи, ты любишь авторскую песню? Нет. Бардовскую песню? Нет, спрашивали у молодых людей. А ты что-нибудь слышал? Нет. Также и у нас в театре. Я не люблю театр, говорила одна девочка, помню. А ты посмотрела какие-то постановки? Нет. Но уже изначально не любят. Так и здесь. Люди, попавшие сюда и посидевшие у костра, послушавшие песни здесь, при луне, уже да, пропитываются этим, потому что запись, телевизор – это не совсем то. Это уже потом, это уже следующий этап знакомства. Это живое, да, живое отношение. Своего рода театр, своего рода вот контакт, вот сейчас мы здесь и сейчас, да. Чарующая власть бардовской песни с годами не ослабевает, напротив, она крепнет. Душа Творца подобна раскрытой книге, первые строки которой открывают чудный, удивительный мир иной реальности. На берегу дружбы каждое поющее сердце непременно встретит живое внимание и горячий отклик. Я уже не первый раз здесь, и наверняка я бы повторялся, когда говорят о том, что какое впечатление произвел фестиваль. Мы, в общем-то, говорим всегда одно и то же, потому что слова благодарности, слова того, что нам приятно, слова того, что мы хотим, чтобы это продолжалось, это повторяется. Да, это те фразы, те самые, которые я уже говорил. О чем хотелось бы говорить? О том, что очередной фестиваль удался, и хочется уже, чтобы поскорее получить приглашение на следующий фестиваль. Да, потому что действительно это уже стало частью жизни многих из нас, и представлять себя без фестиваля немножко скучно. Берег дружбы, берег радости, наверное, так. Вью над водой, ой, вью над водой, ой, вью над водой, расстилается парень у ворот, ой, парень
сердца вынесли ему, ой, вынесли ему, ой, вынесли ему сундук бархата. Это не мое, ой, это не мое, ой, это не мое, это друга моего. Вывели ему, ой, вывели ему, ой, вывели ему вороного коня. Это не мое, ой, это не мое, ой, это не мое, это князево. Вынесли ему, ой, вынесли ему, ой, вынесли ему кафтан с шапкою. Это не мое, ой, это не мое, ой, это не мое, это батюшки моего. Вынесли ему, ой, вынесли ему, ой, вынесли ему сумму с посохом. Это не мое, ой, это не мое, ой, это не мое, это странника. Неповторимым образом раскрывают мир человеческой души гитарные струны. Здесь, на берегу дружбы, каждая песня проживается сердцем. Мне очень нравится сама атмосфера этого фестиваля. Очень весело, костры, песни. Это очень поднимает настроение. Тоже атмосфера мне очень нравится. Здесь очень все дружно. Можно к любому подойти, поговорить. И как будто бы одна большая семья. Распустится первый весенний цветок, и я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток. Окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет. На берегу дружбы ноты и аккорды роднят навсегда. Праздник песни отгорит, растает гитарное эхо, однако неразрывными окажутся нити, связавшие в северном уголке тех, кто ищет и творит. Скорее всего, это были взрослые люди, с которыми мы находились в одном корпусе, в комнатах. И сейчас будем общаться с ними по интернету. Над миром грешным плывут ночами проспект Надежды, бульвар печали. Над серой глыбой озябших зданий квартал улыбок, кольцо свиданий. Над миром грешным плывут ночами проспект Надежды, бульвар печали. Фестиваль несется вдаль быстрокрылой птицей, и сейчас он явил слушателям свой самый чистый, нежный и трогательный лик. На сцену выходят дети.
Настало время детского вокального конкурса под названием «Котофеевский». За рекой по траве ходит в поле красный конь ходит, жарким солнцем залитой, машет гривой золотой, мое детство красный конь ходит, жарким солнцем залитой, машет гривой золотой, мое детство красный конь. А в лугах, так в лугах звенит роса, только троне на ветру, полыхает на ветру красный конь гордо, по земле копытом бьет, тишину из речки пьет, мое детство красный конь гордо, по земле копытом бьет, тишину из речки пьет, мое детство красный конь. Поманю, протяну тому коню я ладонь и скажу: отвези меня домой, красный конь рядом. Ты, наверное, неспроста, как людская доброта, мое детство красный конь рядом. Плывут немые облака, светла дорога, по ней прозрачно и легка скользит пирога над землей в лучах рассвета, и мальчик спит в пироге той, похож на лето. Он спит, не ведая, куда несет течение, и жизнь не радость, не беда, а приключение. Рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачна и светла, и слава Богу. Рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачна и светла, и слава Богу. Сойдется тихая река с рекой познаний, и образуется река воспоминаний, и покачнется тяжело его пирога, и он возьмется за весло, и слава Богу. Он поплывет через моря и океаны, и он увидит, как горят сердца и страны. Ночей и будней штормовых случится много, но он останется в живых, и слава Богу. Пирога по небу парит в седую просень, в пироге той сидит старик, похож на осень. Рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачна и светла, и слава Богу. Рука не трогает весла, несет пирогу, вода прозрачна и светла, и слава Богу. В юбилейный день рождения «Берега дружбы» Котофеевский отметил свое 7-летие. В этом нежном возрасте почти сформирован характер конкурса, сложились основные его направления и традиции. Горнице моей
светло. Это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все. Лодка на речной мели скоро догниются все. Без внимания и почета не остался ни один участник Котофеевского. Все ребята получили сертификаты и памятные медали. Специальными грамотами и дипломами были отмечены сильные стороны исполнения каждого конкурсанта. А главный приз достался 11-летнему Артему Киселеву. Я больше не могу ничего сказать, но я расскажу одно из моих стихотворений. Ну, не моих, оно у меня хорошо получается. Итак, Самуил Маршак, «Багаж». Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово, уложен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Поймали его и в багаж, туда, где лежал саквояж, картина, корзина, картонка и где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир. Носильщик 15 номер везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. А сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Ногой отпихнула диван, швырнула она чемодан, картину, корзину, картонку. Отдайте мою собачонку! Постойте, мамаша, на станции, согласно бумажной квитанции, от вас получили багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Однако во время пути собака могла подрасти. Спасибо. Браво! Поздравляю! На берегу Алдана юный москвич Артем оказался почти случайно. Он проводил каникулы у дедушки в Якутске.
Разнообразить летний отдых на семейном совете было решено поездкой на берег Дружбы. Я вообще, когда сюда приезжал, я вообще не ожидал взять гран-при. А ты собирался участвовать вообще? Изначально я вообще не знал про этот конкурс, но когда узнал, мне понравилось, очень понравилось. Я буду рассказывать, что в Якутске вообще круто, и я не ожидал. Собственно, я много чего расскажу об этом фестивале. Хочется ему пожелать, чтобы он, с каждым годом становился все лучше и лучше, на него приезжало все больше и больше людей, чтобы количество членов жюри пополнялось и становилось больше таких талантов, которые будут себя реализовывать. Пребывая в сладком плену победы, Артем, тем не менее, уже планирует дальнейшую работу над своими талантами и способностями. Я хочу развиваться в плане музыканта, актера, потому что учусь в подходящей школе. Она общеобразовательная, но в ней, с уклоном на такие уроки, как актерское мастерство, вокал, сольфеджио. Мне очень нравится Удачи тебе. моя школа. Спасибо. Поздравляем. Артем стал не просто победителем детского конкурса. Завоевав главный приз Котофеевского, он получил и гран-при фестиваля. Впервые за всю историю берега лучшим из лучших был признан ребенок. Это обстоятельство, впрочем, едва ли удивило кого-либо. Да, мы очень рады за него. Он так хорошо спел и прочитал стихи. Он очень хороший. Мы прям болели за него всей душой и сердцем. Да, нам очень сильно он понравился. Очень харизматичный мальчик. Юбилей всегда является отличным поводом для планов и начинаний. Фестиваль песни 2016-го породил увлекательную идею. Ее озвучила бессменный председатель жюри фестиваля Наталья Кучер. Вероятно, в 2017-м на берегу Дружбы будут греметь 2 фестиваля – взрослой и детской песни. Я хочу внести предложение, если это реально, может быть, детский конкурс проводить уже отдельно с отдельными членами жюри, потому как нагрузка получается невероятная, да, то есть и получается уже, когда я и пекарь, я и пахарь, я и то, и другое, то есть я имею в виду, что члены жюри, да, когда они все время находятся в цейтноте в таком, то есть уже получается, что превращается в какой-то, может превратиться в замыливание, да, глаза, уха, всего, то есть, нужно, наверное, просто отдельно выделить людей на детский конкурс, или либо пригласить, которые работают с детками отдельно, либо кого-то из нас, может быть, делегировать. Неважно, каким образом это будет сделано, но обязательно нужно делать уже вторую сцену. Удастся, я считаю, что это предложение очень грамотных людей и по второй сцене, и по отдельному детскому фестивалю с отдельным жюри, с глубоким, с полным составом, по всем номинациям. Я думаю, что это вполне. И просто надо сохранить понимаете, чем берег Дружбы хорош, он хозяйственная составляющая очень мощная, лагерь. То есть люди не думают ни о питании, ни о ночлеге, ни о других каких-то комфортных, так сказать, вопросах. Они просто занимаются творчеством. Это одна из составляющих удачи. Но и тот заряд, и я хочу отметить особенно членов жюри, это бессеребренники люди, бессеребренники, которые летят через всю страну, потом еще 500 километров едут на машинах. Слава богу, сейчас хоть дорога стала хорошая. А ведь первые, так сказать, приезды их 10 лет тому назад дорога-то была в ужасном состоянии. И они это все видели и, в общем-то, и ни разу не поддались на соблазн, так сказать, не приехать. Поэтому это все составляет идею фестиваля. И никто не стесняется на фестивале говорить о настоящих ценностях этой жизни, понимаете, и говорить открыто, и называть это. Клонится к закату 3-й, последний день праздника песни. Все интриги и секреты раскроют гала-концерт и церемония награждения. Лучшие из лучших определены среди авторов, исполнителей и поэтов, названы ярчайшие дуэты и ансамбли. Кроме главных наград, организаторами учреждены специальные и поощрительные призы.
Жительница города Якутска, поэтесса Ольга Фролова, на берегу Дружбы гостья почетная. Ранее она бывала на Томодской земле с мужем Владимиром, теперь прибывает на фестиваль одна. В память о супруге Ольга учредила премию по гамбургскому счету. И поэт – это высокое звание. И вот сегодня я хочу вручить премию поэта Владимира Фролова по гамбургскому счету человеку, который пишет по-настоящему. Володя Павлов, спасибо тебе за настоящие стихи. А север мой касается небес. Здорово! Догорает очаг творчества, тихо тает музыкальное эхо. Неумолимо уносится в вечность августовский день. Словно фейерверк отгремел фестиваль авторской песни 2016-го, подобно яркой комете, промчавшись сквозь переплетение творческих судеб. Но песни не допеты, и год спустя на берегу Дружбы вновь соберутся поющие сердца. Таланты и поклонники Ее Величества авторской песни. Квартирной